Сегодня тема нашего разговора – Государственный центр поддержки национального кино. И поэтому в гостях у нас сегодня продюсер, руководитель этого центра, продюсер фильмов «Монгол», «Тюльпан», «Айка», а также обладатель уникального звания «Человек года азиатского кино». Продюсер был удостоен на Пусанском кинофестивале, и этот человек, наш гость, Гульнара Булатовна Сарсенова. Здрасте, Гульнара. Добрый день. Вы знаете, вот такой вопрос, что в этом году заработал закон кино, был организован Национальный центр поддержки, и, в общем-то, все мы, кинематографисты, очень обрадовались, потому что изначально был разговор, дискуссии, дебаты о том, что необходимо создать такую организацию, на которую открыто подавались бы заявки, потом бы шел питчинг проектов, и перед комиссией, которая выбирается, значит, достойных людей, в конце концов, тоже достаточно открыто объявлялось бы, кто получил и какое финансирование. Вот так, по крайней мере, задумывалась. Скажите, а как это работает? Дело в том, что я в этой должности 3 месяца. Я очень была рада со всеми кинематографистами Казахстана в январе этого года, что был принят закон, наконец-то, о кино, вот, который поможет нам дальше продвигать эту удивительную сферу культуры, которая сейчас занимает все больше и больше места в этой сфере культуры, и национальной культуры, и мировой кинокультуры. И поэтому у нашего госцентра очень много задач. Помимо финансирования фильмов или проектов, которые признаны национальным с помощью экспертного совета, мы занимаемся также и продвижением этих фильмов, международным продвижением, дистрибьюцией. Мы призваны повышать квалификацию наших кинематографистов. Мы должны внести или ввести единый кинобилет. Это та система единая информационная мониторинга по продажам кинобилетов на территории Республики Казахстан, который позволит не только прозрачность показать доходов и уплаты налогов, но и сможет быть основой для аналитики кинопроизводства в Казахстане и кинопроката. Это очень важно, и поэтому мы со следующего года будем вводить эту систему на территории Казахстана. Также мы занимаемся субсидированием и инвестированием, и это по системе ребейта. Это тоже впервые в законе было сказано. Система ребейта позволяет привлечь иностранные кинокомпании на территорию Казахстана для съемок фильма. Это очень важно, потому что у нас замечательная локация в Казахстане. У нас есть профессионалы, которые могут участвовать в кинопроизводстве, в совместном кинопроизводстве с иностранными кинокомпаниями. И в свою очередь наша страна получит большие инвестиции от съемок иностранных фильмов на территории Казахстана. Уже в 2020 году мы имеем меморандумы с несколькими международными и иностранными кинокомпаниями на съемки фильма на территории Казахстана в размере около 26 миллионов долларов. Вот. Здорово. А что такое ребейт? Это возврат денег, да, каких-то? Да, это возврат денег, части денег, тех, которые были потрачены на нашей территории. Дело в том, что это международная практика в кино для мотивации кинопроизводственников, чтобы они снимали на территории той или иной страны. Гульнара Булатовна, вот я так понимаю, что чем отличается Государственный национальный центр поддержки кино от, скажем, киностудии «Казахфильм», да? Тем, что «Казахфильм» занимается своими проектами, а Национальный центр занимается всеми кинопроектами, всеми студиями на территории Казахстана. Да, Гульнара, абсолютно правильно замечено, потому что раньше все финансирование государственное шло через государственную структуру, это «Казахфильм».
И в принципе, и «Казахфильм» как государственная структура осуществляла и производила это кино. Но дело в том, что у нас с 90-х годов существует рынок, у нас капиталистические рыночные отношения, и у нас много независимых кинопродюсерских компаний, которые производят фильмы. Суммарная доля, например, государственного финансирования на кинорынке Казахстана – это около 20-30% только. Все остальное – это независимые кинопродюсеры и их кинокомпании, и государство это готово сотрудничать в лице нас, Госцентра, со всеми независимыми кинопродюсерскими компаниями для того, чтобы снимать хорошее, достойное, патриотичное кино. Ильнара, ну вот вы, как никто другой, что называется, прошли Да, этот опыт это правда. работы на частной студии. Я прекрасно помню, значит, съемки «Тюльпана», и прекрасно помню приезжавшего сюда Карла Баумгартнера, в каком он был от вас в восторге, и как он ценил вашу помощь, и как вот ваше сотрудничество на «Тюльпане». То есть, и я думаю, что у многих людей ощущение, что вот вы пришли в кино вместе с «Тюльпаном». Но это же Нет, не я так. пришла немножко раньше. Я вообще начинала свою деятельность трудовую в 16 лет. Вот. После окончания школы с золотой медалью я решила пойти хлопушкой работать на «Казахфильм». У меня родители были в ужасе от этого, потому что я очень хотела поступить в ВГИК на режиссерский факультет игрового кино, а там нужен был трудовой стаж по специальности. И поэтому я пришла в 16 лет работать на «Казахфильме». Эта студия была тогда на территории сейчас Казфилармонии. И я начала тогда Что за картина работать. была? Это любимая моя картина до сих пор. Это «Серебряный рог Алатау» Виктора Пусурманова. Там снималась Наталья Ренбасарова. Это был мой опыт. И я на всю креативную съемочную группу смотрела как на богов, которые спустились вот на землю и делают такое удивительное кино. И вот от хлопушки до человека года в кино. Я была на этой церемонии, я, конечно, была поражена, потому что я не знала, что будет объявлено, что вы. Это 2008 год, Пусан, там, Да. значит, две премии всего на всю Азию. И вдруг объявляют Казахстан с Арсенова Гульнара Булатовна. И потом такой комментарий. Продюсер, который вывел картину «Монгол» на «Оскара» и картину «Тюльпан» в Тоже Канны. на Оскар. И тоже на Канны, «Оскар» да, потом. и в Канны да. мы получили главный приз. Вот, и это в Каннах во второй программе. И для меня это было вообще потрясением, потому что действительно это «Тюльпан» мой любимый фильм, а «Монгол» мой первый фильм после прихода в кино уже из бизнеса. И «Монгол» был номинирован на «Оскар» от Казахстана, и впервые услышали Шорт-лист? вообще. Нет, он был номинирован, номинирован. уже. Это он шорт-лист прошел и был номинирован среди 5 картин. И я сидела в зале, когда шла церемония награждения, сжав кулачки, и все ждала, когда объявят нас. Но, к сожалению, победила австрийская тогда эта картина «Фальшимонетчики». Вот. Но зато... Тема там все-таки... Да, там тема была геноцида вот, еврейского народа. И вот это самая больная тема, это, как оказалось, в Америке. И поэтому наш «Монгол», это, к сожалению, был только номинирован. Но зато Сергей Михайлович Михалков, он повернулся ко мне и сказал: ну, теперь ты можешь уже спокойно жить и дальше работать, вот, и возвращаться в Казахстан, вот, ну, потому что только номинант, так что у тебя еще все впереди. И я вот это запомнила, и вторая картина была, это картина «Тюльпан». Я ее обожаю, потому что до сих пор, потому что это мое детство. В сентябре были подведены итоги первого питчинга, Да. и, естественно, была волна реакции, взрывная волна. То есть, с одной стороны, было 18 проектов одобрено, они были довольны, и куча проектов, которые не были одобрены, которые были недовольны.
И я представляю, как вам было непросто, и было, и есть работать, потому что сейчас, когда я вошла на сайт, значит, вашего, ну, нашего, скажем так, национального центра государственного, я прочитала крупно одну фразу. Значит, второй питчинг отложен из-за невероятно высокого количества проектов. И у меня вопрос, что это, сколько проектов, почему? Первый питчинг в Госцентре прошел в июне этого года со старым составом руководства Госцентра. Вот, меня еще не было, и я пришла только 25 июля. Вот, я почему так обостряю внимание на эти даты? Потому что я сама работающий продюсер, то есть полевой продюсер, и у меня была моя картина «Нартай», с которой я тоже подала на питчинг для поддержки постпродакшена. Мне просто не хватило финансирования. Очень сложные, дорогие съемки были в Мюнхене, и поэтому я попросила финансовой помощи. Это было в июне месяце. И в конце июня было уже принято решение, что на питчинг, как допущены 60 картин из 109 проектов, которые были поданы в качестве заявок. Вот. И было принято решение тогда финансировать 18 проектов. И тогда попал Нартай. Вот. Я была очень рада, потому что мне это финансирование помогло закончить картину. Вот. Но я тогда не была госслужащим, я была независимым продюсером. И пришла на эту должность только 25 июля. И когда финансирование Нартая уже было утверждено с другим экспертным советом и другим составом Госцентра. И 18 проектов, которые были выбраны, я уже утверждала в МБА. В МБК это международная межведомственная комиссия, состоящая из руководящих работников Министерства финансов, иностранных дел, экономики, как депутатов и руководства нашего Министерства культуры. И поэтому это такая независимая окончательная комиссия, которая принимает все основные решения по финансированию. Первый этап – отсев несоответствующий стандартам. Да, второй этап – экспертная комиссия, которая говорит, столько-то заявок проходит на питчинг. Да, экспертный совет состоит из 15 человек сейчас. Они все профессионалы, и сценаристы, и продюсеры, и даже прокатчики, и режиссеры тоже, и молодые, и уже с большим опытом. И они отсчитывают каждый сценарий. Я это попросила всех членов экспертного совета это делать, потому что это необходимо. Экспертный совет, я хочу, чтобы они исполняли функции, то есть наш Госцентр, и художественного где-то совета, да, с профессиональной с точки зрения, с художественной. И поэтому мы отчитываем каждый сценарий. Я это обещаю, и мы поэтому берем 2 месяца на то, чтобы рассмотреть. В этом случае мы даже берем 2,5 месяца, потому что если на первом питчинге Госцентр получил 109 заявок, во втором питчинге, на второй питчинг мы получили 260. А вы можете сказать приблизительно, или это зависит от бюджета фильмов, сколько фильмов, здесь поддержано 18 проектов, а на втором питчинге тоже будет примерно столько же? Или это... Да, приблизительно это будет столько же, потому что у нас есть определенный бюджет, но у нас есть правила рынка, да, мы не можем разглашать конфиденциальную информацию, потому что многие кинопродюсерские компании, они являются частными, и это право сохранено за ними. И поэтому я хочу сказать, что где-то около 18-20 проектов будет поддержано. Вот, это обязательно. Еще я хочу сказать, что второй питчинг будет проходить в режиме съемки онлайн.
Вот. То есть весь народ Казахстана Да, и не весь народ только. Казахстана, кому интересна судьба нашего кино, я хочу пригласить, и, пожалуйста, смотрите в нашем онлайн-режиме. У нас 5 дней будет проходить питчинг. Да, Ну, кто в все Алмате. желающие могут прийти, или все зайти в интернет и смотреть онлайн-ретрансляцию с нашего питчинга и уже понимать, что происходит, и насколько справедливо все это решено. И это мы убираем элементы, конечно, коррупции, сговора, но, с другой стороны, мы все хотим сделать по справедливости. Хочу добавить очень важный аспект, и это и деталь, которая прописана в законе о кино, и который не все наши кинематографисты до сих пор понимают. Вот. Я хочу сказать, что этот закон, он действительно удивительный в плане того, что он позволяет всем производящим кинокомпаниям развиваться дальше. А в чем? Дело в том, что даже при 100% государственном финансировании с того или иного проекта, при прокате фильмов госцентру отходит только 20% от доходов, бокс-офиса, да, скажем так. 80%, даже если права принадлежат государству, передается продюсерской компании, которая этот фильм произвела, для дальнейшего развития кинопроизводства в собственной компании. Ну, это здорово. уникально. Да. Это никто об этом не заостряет внимание, но я опять же повторяю всем это, как режиссерам, продюсерам особенно, пожалуйста, не завышайте бюджеты, да, которые нам подаются на питчинг, потому что я понимаю, что люди с этих бюджетов, вот продюсеры, режиссеры, они живут, да, в течение года, 2 или 3, вот, потому что они не имели возможность поучаствовать в распределении доходов от проката своего фильма. А сейчас они получают 80%. И только от них зависит, насколько высокий будет доход, насколько профессионально и правильно будет сделан фильм, вот, который можно прокатать по всему этому миру и получить очень высокие миллионные доходы. Я имею в виду даже в долларах. И поэтому для их развития сделано все в нашем законе, и который подписал 3 января наш Ельбасы. И поэтому вот очень хочется, чтобы вот все это поняли и прекратили повышать делать гигантские миллиардные бюджеты на фильмы. Вот. И это как боясь того, что они потом Не заработают. Да, не заработают, и все заберет государство. Нет, сейчас государство из закона кино делает все, чтобы помочь развитию этого киноискусства и кинобизнесу в Казахстане. И я прям кричу на всех СМИ-площадках и прошу, чтобы все это поняли и правильно это оценили, и с благодарностью, и начали работать это хорошо на благо нашего кино. Спасибо. А сегодня мы посмотрим фильм «Наш милый доктор» Шакена Иманова. Просто потому что эта картина не стареет со временем. И сейчас Да, она удивительная картина. Я ее очень люблю. И вот это тот продукт или тот фильм, который делает сердце добрее. Товарищи, смотрите на меня и повторяйте каждое мое движение. Приготовились? И 1, 2, 3, 4. И 1. Спасибо вам большое, Гульнара Булатовна. Спасибо. Я хочу поблагодарить вас за участие в этой программе и надеюсь, что мы встретимся вновь. Да, я тоже очень надеюсь. Спасибо огромное. А также я благодарю научно-исследовательский институт Алматы Генплан за помощь в создании этой программы. А зрителям желаю приятного просмотра и говорю до новых встреч.